Рахмону не уйти от ответственности. Какого ответа ждут эксперты ООН? Подписывайтесь на обновления и точно будете в курсе всего самого важного. 8 экспертов Организации Объединенных Наций ждут ответа таджикских властей на письмо, в котором выражена озабоченность судьбой осужденных журналистов и гражданских активистов. Эксперты и спецдокладчики ООН в своем письме потребовали от Душанбе объяснений по поводу сообщений о грубом нарушении прав 9 осужденных журналистов и блогеров, а также гражданских активистов. Письмо было опубликовано на прошлой неделе. В своем обращении, которое эксперты ООН отправили в Душанбе в мае этого года, были приведены подробности задержания и заключения, а также информацию об условиях содержания в исправительных учреждениях журналистов и блогеров Далири Мамали, Абдулло Гурбати, Завкибеки Сайдамини, Абдусатора Пермухамадзады, Хушруза Джумаева, правозащитников Абдул-Маджида Ризоева, Манучахра Халикназарова, Фарамуза Иргашева и гражданской активистки Ульфатхани Мамадшоевой. В прошлом году власти приговорили их к различным срокам от 7 лет до пожизненного лишения свободы. Сторонники осужденных и международные правозащитные организации считают, что аресты и заключения под стражу журналистов и гражданских активистов имели политическую подоплеку. Эксперты ООН в 20-страничном письме отмечали, что от ареста до суда права задержанных журналистов и активистов были грубо нарушены. Один из осужденных, Далер Эмамали, был обвинен в незаконном предпринимательстве, распространении заведомо ложных сведений и в участии в экстремистском объединении приговорен к 10 годам лишения свободы. Однако правозащитники считают, что власти отомстили ему за критические видеосюжеты. В письме выражается обеспокоенность судьбой журналистки и гражданской активистки Ульфатхани Мамадшоевой, которую авторы называют представительницей памирского меньшинства. Эксперты ООН выразили сожаление, что власти Таджикистана так и не ответили на их предыдущие письма по поводу судьбы Мамадшоевой. 66-летняя Ульфатхани Мамадшоева в начале декабря 2022 года была приговорена к 21 году заключения. Власти Таджикистана обвинили Ульфатхани Мамадшоеву в организации массовых беспорядков в Рушанском районе и городе Хароги в мае 2022 года. Сторонники Мамадшоевой считают уголовное дело сфабрикованным. В письме, подписанном в частности спецдокладчиком ООН по вопросу о положении правозащитников Мэри Лоллером и спецдокладчиком ООН по вопросу о пытках Элисом Джин Эдвардсом, приведены случаи применения пыток и жестокого обращения к задержанным. Авторы пишут, что произвольные аресты некоторых из осужденных противоречат законам Таджикистана и международному праву. Эксперты ООН подвергли критике власти Таджикистана и за то, что задержанных журналистов и блогеров заключили в тюрьму по надуманным обвинениям в экстремизме и сотрудничестве с запрещенными организациями. Действия таджикских властей – это строгое предупреждение другим правозащитникам. За критику последует жестокое наказание. Письмо официально было отправлено правительству Таджикистана в мае этого года. Власти должны были ответить на это послание в течение 60 дней. Однако, судя по всему, ответа от Душанбе так и не последовало. ООН, как правило, публикует ответы на свои обращения на своем официальном сайте. Правительство Таджикистана последние годы подвергается критике со стороны ООН, стран Запада и международных правозащитных организаций за регулярное нарушение прав человека в стране. Как вы относитесь к такой ситуации? Как вы думаете, кто-то накажет Рахмона за то, что они не отвечают? У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.